Вернут ли деньги за перетопы? Какие привилегии дают ковид-паспорта и новые штрафы для автомобилистов? Добрый вечер, я Альбина Хайруллина на канале БСТ. Время подводить итоги недели. Акция протеста прямо у Дома Республики. Виной тому золотые платежки за отопление. Кто рисует эти цифры в квитанциях? Я считаю, что это все-таки на период вашей работы, это второй раз, третьего раза не будет, я вам точно говорю. Почему одни готовы на перерасчет, другие лишь повышают градус недовольства? Я вам посылку принес, только я вам ее не отдам, потому что у вас документов нету. Привилегии антиковидного паспорта, скидки в магазине, льготы в фитнес-зале, места в театре. Премьерные спектакли у нас идут по особому статусу. Как будет выглядеть новый паспорт и могут ли владельца лишить документа? Ни условий, ни доплат. Нам объяснили, что нам вообще никаких выплат не положено. В Бирске сотрудники неотложки сами просят помощи. Нам установили поддон, повесили новый светильник, и в этот контейнер мы складываем отрабатываемые силы. Почему медики вынуждены мерзнуть в гараже и кто забрал их деньги, разбирается Минздрав и Следственный комитет. Почти ваш размер, хорошо сидит. Да, здесь нужно будет рубашку белую. В таком и в пир и в мир, когда чиновники задают тренды в моде. Недавняя коллекция от Шанель именно была с элементами, с восточными элементами. В республике официально ввели дресс-код для госучреждений. И Бэмби из телятника. Хотели куда-то это в зоопарк отдавать, но сейчас не хочет дочка. Супруги из Ермекиевского района спасли во время сенокоса косулю. Теперь дикое животное не выгнать из сарая. Градус недовольства по поводу платежей за отопление повысился настолько, что вынудил жителей многоэтажек на неделе собраться у Дома правительства. Люди требовали снизить стоимость тепла и проверить правильность начислений. Ситуация повторяется, третьего раза уже не будет. С этими словами Ради Хабиров отчитал вице-премьера, министра ЖКХ региона, пояснив, что ведомство должно заранее прогнозировать и просчитывать, а не заставлять людей искать правду ногами. В связи с многочисленными жалобами на золотые платежки проверку организовала Республиканская прокуратура. Айгуль Хатыпова о том, как снизить градус напряжения. Разгневанные высокими суммами в платежках за отопление уфимцы устроили акцию протеста. Прямо у дверей Дома Республики настолько высок градус недовольства. Люди высказывали накипевшее, перебивая даже друг друга. Тише! Возьмите микрофон в руки! Как раз в этот момент в правительстве уже шло оперативное совещание, где тема отопления была ключевой. Со всей республики поступило порядка 2500 обращений и столько же звонков с жалобами на перетопы и нерегулируемое оборудование в домах. Ради Хабиров отчитал министра ЖКХ Бориса Беляева. Глава региона отметил, что Республиканское министерство жилищно-коммунального хозяйства проблему отопления отработало плохо. Вы к этому серьезно относитесь, пожалуйста. Потому что, я считаю, что это все-таки на период вашей работы, это второй раз, третьего раза не будет, я вам точно говорю. Министр ЖКХ и отправили разбираться с разбушевавшейся толпой. Ощутив такой накал, сотрудники БашРТС, которые до этого момента заявляли, что перерасчета не будет, пошли на попятную. Варианты перерасчета, оказывается, существуют. И даже несколько. Первое – это некорректно переданные показания приборов учета потребителям. Второй момент – если будет установлено, что некорректно работал прибор учета, это в момент выхода комиссии. И в случае некачественной поставки на основании акта. И четвертый момент – это предписание надзорных органов. То есть, в принципе, моменты для перерасчета, они определены законодательством. Однако к общему решению проблемы прийти так и не удалось. Чтобы ответить на накопившиеся вопросы, Ради Хабиров поручил главам администрации Уфы провести собрание с жителями на местах. Оказалось, что волнуют людей не только платежи. Моя причина, то, что я сюда пришла, я очень прошу, чтобы в нашем доме сделали капитальный ремонт. В 2017 году мы уже собрали подписи, нас утвердили, но в связи с коронавирусом продвинули. Капремонт уже 50-60 лет не сделан.
Кстати, отсутствие капитального ремонта может стать одной из причин большого расхода тепла и высоких показателей счетчиков. Трещины в рамах и неплотно закрывающиеся подъездные двери. Получается, что сейчас вместо того, чтобы прогревать дом, жители греют воздух на улице. Но если жильцы этой многоэтажки выпускают тепло ненарочно, то для некоторых людей открытые форточки – единственный шанс дышать свободно. Я плачу деньги за то, что я оплачиваю улицу. Я не могу жить, уже дышать нечем, ночью просыпаюсь от того, что все пересохшее. Пока верхние этажи задыхаются от духоты, на нижних замерзают в собственных квартирах. Это еще одна проблема, с которой столкнулись жители многоквартирных домов. Вот мы сейчас столкнулись с таким же рядом вопросов. Там есть технические особенности, которые надо регулировать, но есть система теплоснабжения дома. Вот в ней надо разбираться, потому что, да, действительно, где верхний, где нижний розлив по отоплению есть уровень, соответственно, мы должны смотреть уже индивидуально по каждому дому. Там будем выезжать, принимать решения. Но, опять же говорю, это все индивидуально. Сейчас в Уфе 9 теплоснабжающих организаций, в республике свыше сотни. Превышение суммы за отопление на 42%, а в декабре выявили в 4000 домах. Из них 3600 обслуживает Башр-ТС, 400 – уфимские инженерные сети. Но перерасчет пока согласились произвести только МУПУИС. Там сразу я должен сказать, что одно из условий МУПУИСа было такое, но мы не могли с ним, не могли поспорить, что перерасчет будет делать в отношении тех, у кого нет долгов за жилищные коммунальные услуги. Это, наверное, разумно, да? Но зачем мы тебе перерасчет делать, если ты нам еще не заплатил? Что касается платежек Башр-ТС, а на них приходится львиная часть рынка, глава региона попросил жителей подождать до 26 января. Ради Хабиров планирует обсудить этот вопрос в Москве. Также факты необоснованных платежей за отопление проверит республиканская прокуратура. Ведомство организовало проверку в связи с многочисленными обращениями граждан. В случае выявления нарушений ресурсоснабжающие организации и управляющие компании обяжут произвести перерасчет платы и вернуть населению деньги. Айгуль Хатыпова, Артур Ханов и Булат Садриев. Итоги недели. В республике ожидается резкое ухудшение погоды. МЧС рассылает штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, завтра в республике возможен мокрый снег, дождь, туман, гололед и снежный накат. Это может существенно повлиять на безопасность дорожного движения. Видимость снизится до 500 метров и менее. Водители настоятельно просят соблюдать правила дорожного движения, максимальную скорость и дистанцию. Напомню, единый номер вызова экстренных служб 112. Ну и к ситуации на дорогах. Только с начала года, а прошло всего 3 недели, в авариях в республике погибли 7 детей. Еще 38 получили тяжелые травмы. Так, в пятницу в ДТП в Уфимском районе погибла целая семья с 2 детьми. Легковушка буквально залетела под грузовик. Шансов выжить у них не было. А вот за жизнь школьницы, пострадавшей в другом резонансном ДТП с автобусами, сейчас борются врачи республиканской детской клиники. Госавтоинспекторы напоминают, погодные условия таковы, что любые резкие маневры на дороге могут оказаться смертельными. От Volkswagen Polo осталась груда металлолома. Удар встречный. Тела погибших детей и их отца освободили сразу, а их мать, работники экстренных служб, деблокировали около 2,5 часов. Подробности страшного ДТП рассказал второй участник аварии, водитель фуры Евгений Канайкин. По его словам, все произошло внезапно и за несколько секунд. Машина загорелась, ее быстро потушили пожарные. Я ехал, передо мной никого не было. Они ехали в потоке, там или 2, или 3 машины шло. И вот когда левые машины примерно со мной сравнялись, он выскочил, стоя на мою полосу. То есть там доли секунды были до столкновения после того, как я увидел фары. В автомобиле с новосибирскими номерами ехала семья из Самары. За рулем 28-летняя девушка, рядом ее 34-летний супруг. На задних сиденьях 9-летняя девочка и 7-летний мальчик. Все погибли. ДТП случилось около 7 часов утра. Ночью и утром шел снег. Неблагоприятная погода могла стать одной из причин аварии. В Федеральном управлении автомобильных дорог Приуралья исключили версию неудовлетворительного состояния дорожного полотна. Примерно за 20-30 минут до совершения ДТП производилась обработка и очистка проезжей части в штатном режиме. Дорога была обработана противогололедными материалами, покрытие было очищено. Но так, к сожалению, случилось ДТП.
Еще одно резонансное ДТП, в котором погибли 3 детей, произошло 10 января на трассе Карпачево-Месигутово-Ачит в Салаватском районе. Столкнулись 2 пассажирских автобуса «Форд Транзит». Предполагаемый виновник под домашним арестом на срок в 2 месяца. Одна из пострадавших, 13-летняя девочка, получившая многочисленные переломы, на этой неделе санавиацией доставлена в Уфу в Республиканскую детскую клиническую больницу. До этого больше недели пострадавшая провела в реанимации районной больницы, где уже перенесла несколько операций. Главный успех достигнут. Девочке удалось сохранить жизнь. Да, она в сознании, но прогнозы о продолжительности пребывания пока давать рано. К сожалению, ДТП, особенно на трассе, когда автомобили движутся на большой скорости, зачастую влечет за собой тяжкие последствия в виде тяжелых сочетанных повреждений, когда страдает центральная нервная система, когда повреждаются конечности на различных сегментах, страдают органы грудной клетки, брюшной полости, забрюшинного пространства. Комплекс травм всегда отягощает состояние пациента, нежели какая-то одна изолированная травма. С начала года на дорогах Башкортостана погибли 7 детей, 38 получили травмы. С участием несовершеннолетних произошло 19 аварий. Во время совещания в правительстве глава республики Ради Хабиров потребовал принятия комплекса мер для того, чтобы дорожных трагедий стало меньше. Вы знаете, на Урале живем. Самые-то основные у нас приключения начнутся в феврале и в марте, когда снегопады пойдут более существенные. Поэтому просьба очень внимательными быть, очень-очень внимательными. В новогодние каникулы ГИБДД проводила профилактическую акцию «Внимание, дети». Инспекторы проверяли наличие детских удерживающих кресел, но не все автомобилисты соблюдают правила. Стоит отметить, что все погибшие дети являлись пассажирами транспортных средств, то есть погибли по вине взрослых участников дорожного движения. Поэтому перевозка детей в детских удерживающих устройствах на особом контроле госавтоинспекции. С начала текущего года за нарушение правил перевозки детей привлечено к административной ответственности более 1500 водителей. Экстренные службы рекомендуют соблюдать правила дорожного движения и учитывать погодные условия. Не стоит превышать скорость, это снизит управляемость авто. Независимо от водительского стажа, аккуратность должна быть прежде всего. А если идет сильный снегопад, то лучше отказаться от поездки. Екатерина Тимиряева, Артур Ханов, Римзат Билалов, Виктор Меренков. Итоги недели. Еще 2 человека скончались от COVID-19. Таким образом, число жертв коронавирусной инфекции в республике достигло 173, а количество заболевших превысило 23 тысячи человек. Прирост за последние сутки составил еще 168. Внебольничная пневмония диагностирована у 179 обратившихся за медицинской помощью. 51 пациент находится в тяжелом состоянии. Владельцы антиковидных паспортов получат скидки в магазинах, театрах и фитнес-центрах, а при посещении спектаклей и матчей для них будут сняты ограничения. Начиная с 5 февраля документ смогут получить люди, в организме которых сформировались антитела COVID-19. Паспорт здоровья будет цифровым в виде QR-кода. Его получат те, кто вакцинировался или переболел ранее. Но тут есть условия. Титр антител в крови должен быть не менее 10. При этом анализ нужно будет сделать на свои деньги. Данные поступят в единую информационную медицинскую систему и после появятся в личном кабинете на сайте госуслуг. Как медицинская система, так и портал госуслуг у нас находится на региональном ЦОДе, на нашем центре обработки данных. Соответственно, там информация куда-то наружу не может уйти, и граждане могут не беспокоиться за то, что их данные куда-то там будут переданы или куда-то попадут. Срок действия антиковидных паспортов ограничен, так вакцинированные смогут пользоваться ими ровно год после прививки, а переболевшие всего 3 месяца. Обладателям такого документа фитнес-залы готовы продавать абонементы на занятия дешевле. Бонусы предоставят и любителям отдохнуть культурно. Билеты в государственные театры можно будет купить со скидкой. Кроме премьерных, потому что премьерные спектакли у нас идут по особому статусу. А вот все, что не премьерные, на все эти спектакли и показы будет скидка 30% в течение 2021 года.
Когда помощь потребовалась самой службе неотложки. Сотрудники Бирской скорой помощи жалуются, что не получили ковидной выплаты. К тому же они вынуждены мерзнуть в гараже. Казалось бы, что там делают люди в белых халатах, а там они переодеваются в спецодежду. Работники записали публичное обращение, роликом в социальных сетях поделились общественники. Минздрав Башкортостана и Следственный комитет сейчас проводят проверку. На месте организовали выездное совещание. Когда получат деньги медики, разбиралась Лиля Курбанова. Там установили поддон, повесили новый светильник, и в этот контейнер мы складываем отработанные силы. Переодеваются тут же на поддоне. Условия, мягко говоря, спартанские. Только зачем такое воспитание сотрудникам скорой помощи? Естественно, наши костюмы не дышат, мы потеем. В гараже очень холодно. Впрочем, такие неудобства испытывают не все, ведь место для переодевания используют только те, кому выдаются специальные костюмы. Вот так у нас обрабатываются машины скорой помощи после перевозки больных коронавирусной инфекцией. Одежды специализированной у них нету. На место выезжали общественники. Проблему они пытались решить еще месяц назад. Сейчас активисты получили ответ. Стоит вопрос о переселении в другое здание. Я получила выплату за 1 месяц. Я тоже получила, но только за 1 месяц. Я получила выплату за 2 месяца. Мы вообще ничего не получили. Получается, втроем ничего не получили. Да. В защитных костюмах или без. Впрочем, некоторые сотрудники скорой помощи будто и не спасали людей во время пандемии, а это больше, чем полгода. Нам объяснили, что нам вообще никаких выплат не положено. Мне повезло то, что я в мае 2 недели отработала в ковид-бригаде. И за это я получила по 484 приказу, а за остальные месяца мне не положено. Я не работала, получается. Почему тогда я не получила за работу в ковид-бригаде в мае месяце? Я тоже не получил. Потому что наши выплаты производятся, видимо, в хаотичном порядке. Кому хочу, тому плачу. Работники Бирской скорой помощи сами не предоставили отчет о работе, уверяет главный врач Центральной районной больницы. Не было подтверждено, что они контактировали с пациентами. Ага, а это как должны были подтвердить? Документарно. Мы только проверяем предоставленную ими информацию. Получается, работники сами должны были подготовить и предоставить документы? Конечно, они же возили пациентов. Не администрация больницы возила пациентов этих. Однако, по словам специалистов, отчитываться лично работники не должны. Информация о больных, которым оказана медицинская помощь, есть в федеральном регистре. Сотрудники ничего не отчитываются. Администрация знает, сколько пациентов у них пролежало, с каким диагнозом. И, соответственно, здесь без участия самих фельдшеров скорой медицинской помощи происходит составление заявки и начисление выплат. Органами Следственного комитета проводится доследственная проверка по обращению работников отделения скорой медицинской помощи Бирской центральной районной больницы о невыплатах положенных денежных компенсаций в связи с оказанием помощи больным коронавирусом. В пятницу в Бирск выезжала комиссия. На месте организовали выездное совещание с работниками скорой помощи. Минздрав продолжает проверку. Она была начата еще в декабре, срок до 5 февраля. Итоги аудита, проверки, которые сейчас проводит Минздрав, совместить с теми просьбами или теми пациентами, которые они считают не вошли в этот регистр. И здесь мы надеемся, где доплата не была произведена, такие случаи, вот сегодня экономист докладывал, все-таки есть, мы постараемся их устранить. И 5 числа, уже 5 февраля, надеемся, пройдет до начисления по этим выплатам. Вопрос с помещением тоже пообещали решить. К лету сотрудников скорой помощи должны переселить в новое здание, а пока благоустроят старое. Оборудуют раздевалку для медиков и утеплят входную группу. Проблема этого здания, где сейчас находится скорая, в том, что оно является объектом культурного наследия. И абы какой ремонт мы делать там не можем. Реконструкцию мы делать там не можем. Центральная больница районная попала в такую ситуацию, что они и ремонт там сделать не могут в соответствии необходимым запросам наших сотрудников скорой помощи, фельдшеров. Если официально подтвердится, что выплаты не получили те, кому они были положены, проблему будет решать медицинское учреждение. В этом случае суммы выделят из бюджета Бирской центральной районной больницы. Медики все это время продолжают работать. Тем, кто обычно сам помогает людям, сейчас тоже понадобилась помощь. Лилия Курбанова, Шамиль Каримов. Итоги недели. Страх, боли и потерянные годы. Говорить на камеру о таком не принято. Что заставляет поднять руку на близкого человека и почему женщины зачастую защищают своих обидчиков?
Жизнь после насилия. Специальный репортаж Юлии Нигматуллиной смотрите сразу после итогов недели. Были синяки, и порвано ухо было. И... Терпи. А кому ты будешь нужна? А как ты одна? Схватил меня за волосы, потащил в спальню, одел мне эти макароны на голову, стал избивать. Он прям смотрит на тебя, и ему это нравится. Бывает очень сложно. Боишься, страх остается. Потом пошли ножи, по дому летали ножи. Ребенок на полу сидит. А мне так страшно, сейчас, не дай бог, этот нож отскочит и прямо в нее попадет. Он убивал, и он просто убил во мне все. Он убил во мне девушку, он убил во мне все. Прощать нельзя. Это как собака. Один раз укусит, и если ты ее не накажешь, она тебя загрызет. За автохлам отныне придется заплатить. Речь о брошенных машинах на обочинах дорог или во дворах, уже ржавых, не на ходу, но якобы для чего-то нужных. С этого года в КАП появилась новая норма, согласно которой автомобилистов ждет предупреждение или же штраф от 1000 до 3000 рублей за такое нарушение. Штрафом до 2000 рублей накажут теперь за мойку автомобиля в запрещенных местах и за остановку на газонах. А вот если вы проехались по зеленым насаждениям, то водителям придется заплатить от 1500 до 4000 рублей. Если же вы взяли на себя такую наглость, как бросить авто на детской игровой или спортивной площадке, то штраф еще больше – 5000 рублей. Дополнена и статья об отказе от прохождения медицинского освидетельствования. Если в салоне находится несовершеннолетний, то водителя могут оштрафовать на 50 000 рублей, а также лишить прав на срок от 2 до 3 лет. В круглосуточном режиме лишь в таком формате работы мостостроители смогут сдать путепровод на Закиево-Лиде к сентябрю текущего года. Об этом на неделе во время выездного совещания сказал премьер-министр правительства республики Андрей Назаров. Чтобы не растягивать сроки реконструкции, объект было решено полностью закрыть для проезда автотранспорта. А в ночное время на данном участке вводятся ограничения и на движение по проспекту Салавата Юлаева. Для чего, расскажет мой коллега Азат Садреев. Я сегодня специально сам утром проехал, как вот водителя отправлял. И сейчас вот подъезжаю, опять автобус, опять вправо и влево. И он опять останавливает все вот это движение здесь из-за нарушения. Ну, он нарушает, а нам-то от этого не лучше. Идиота не вспомню завтра, а нам говорят, что здесь пробка создается. И в этом с премьер-министром, пожалуй, солидарны тысячи водителей, которым в часы пик нужно выехать из города. Они вынуждены стоять в пробке на улице Закиево-Лиде из-за того, что единственную полосу, которая ведет прямо на Старый Бельский мост, занимают автобусы, поворачивающие налево. Сотрудникам ГИБДД поручено следить за этим и штрафовать нарушителей. Также инспекторы в ручном режиме будут регулировать временный перекресток на проспекте Салавата Юлаева. При движении из центра в сторону Монумента Дружбы светофор горит зеленым всего пару десятков секунд. А чтобы ускорить процесс реконструкции самой эстакады, ее решено перекрыть полностью. Строителям практически невозможно будет нормально работать, если половина путепровода будет открыта для движения. Во-вторых, это существенно удлиняет сроки. По сути, мы тогда уходим открытие этого путепровода и завершение этой всей развязки в следующий год, что крайне нежелательно, потому что тогда все автомобилисты будут это чувствовать проблему, по сути, больше года. В движение на этом участке внесли еще ряд изменений. Теперь утром в часы пик на въезд по Бельскому мосту будут работать 4 полосы, на выезд 1. Между тем, работа на стройке года прерывается разве что на обед. Ровно в полночь рабочие устанавливают заграждение, чтобы полностью перекрыть движение по проспекту Салавата Юлаева на отрезке в створе Закиево-Лиде. Ограничение действует как на въезд, так и на выезд из города. Причина в демонтаже балок путепровода. Сейчас кран установим, все, начинаем демонтаж. Перекрывать этот участок начали еще 21 января. На сегодняшний день рабочие демонтировали больше половины эстакады. Помогает в этом спецтехника грузоподъемностью 160 тонн, которую редко встретишь на улицах города. Будем демонтировать балки железобетонные. А вес балок сколько? 50 тонн. Достаточно, с запасом еще, да? Да. Прежде чем этот кран поднимет железобетонный пролет, экскаваторщик с ювелирной точностью вырубает деформационные швы эстакады, находясь при этом на почти разобранной конструкции. Металлический каркас разрезается вручную. Балки длиной 24 погонных метра, вот в пролете 2-3.
Волковозы тоже вот они сзади меня стоят. Сегодня планируем все 3 балки вот в этом пролете, пролет 2-3, и уже демонтировать. Параллельно бурятся скважины для новых опор. После завершения работы расстояние между ними будет гораздо больше. Данный путепровод был двухпролетный, 24-24. Следующий пролет, который будет новый, будет 24-33. Вот и отсюда происходит, что у нас увеличение проезжей части. Это связано с тем, что мы строим Воровский мост. По ночам объехать закрытый участок при движении на въезд в город можно по подъему на улицу Сочинскую и съезду с нее на проспект Салавата-Юлаева. При движении на выезд, поднимаясь на улицу Закива-Лиди и спускаясь с нее по съезду на Бельский мост. Водители к непростой на первый взгляд схеме движения уже привыкли. Саму реконструкцию многие тоже считают обоснованной. Считаю, что нужна, но это надо делать гораздо быстрее. В процессе, я думаю, если они сделают, то хочется видеть, чтобы были минимальные пробки на данном участке дороги. А вообще как организовано движение? То есть все понятно, куда ехать, знаки, светофоры, здесь же новые сейчас стоят? Ну да, в принципе, все понятно, логично. После завершения подготовительных работ кран приступает к снятию 50-тонной балки. Процесс не быстрый, ошибки здесь недопустимы. Спустя 10-15 минут один пролет опускают на специальную фуру, которая отвезет тяжелую конструкцию на утилизацию. Демонтаж балок завершат до конца января, и чтобы не создавать еще больше пробок, проспект Салавата-Юлаева на данном участке перекрывают с полуночи до 5 часов утра. Строительно-монтажные работы на самом путепроводе закончатся во втором полугодии текущего года, и после открытия новой эстакады она станет не только длиннее, но и шире, 6-полосной вместо 4. Азат Садрей, Вадим Исламов. Итоги недели. Уфа. Теракт, крупный пожар и отмывание денег, сидя в чиновничьем кресле, неделя не обошлась без чрезвычайных происшествий. Подробности у Динары Таймасхановой. В Башкортостане сотрудники ФСБ предотвратили теракт. Правоохранители задержали 25-летнего россиянина. Мужчина готовил вооруженное нападение на стражей порядка. В тайнике злоумышленника были найдены огнестрельное оружие, а также компоненты самодельной бомбы. Судя по переписке в мессенджере, необходимую инструкцию он получал от эмиссаров, запрещенной в России террористической организации «Хаят Тахрир Аш-Шам». Один человек погиб, более 50 остались без крыши над головой. Таковы последствия пожара, случившегося на неделе в Уфе. Огнем было охвачено двухэтажное здание по улице Малолесозаводской. Во время разбора завалов пожарные обнаружили 8 50-литровых газовых баллонов и 5 меньшего объема. Кстати, один из них взорвался во время тушения возгорания. Но причину пожара не связывают с газом. Следователи больше склоняются к версии неосторожного обращения с огнем. По предварительным данным, стихия начала распространяться с квартиры, где жил мужчина со социальным образом жизни. Его тело нашли под завалами. В городе Туймазы чиновника задержали за попытку отмыть деньги. Начальник отдела по молодежной политике заключил договор с местным предпринимателем на приобретение 14 туристических палаток на общую сумму в 100 тысяч рублей. Однако приобретать товар для администрации, как предполагает следствие, мужчина не планировал. Вместо этого подозреваемый попросил предпринимателя перечислить ему деньги наличными. После получения денежных средств чиновник был задержан с поличным. Сотруднику администрации предъявили обвинение по статье «Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения». Виновнику массовой аварии на улице Сочинской в Уфе, в которой погибли 3 человека, грозит до 15 лет лишения свободы. 39-летнему водителю предъявили обвинение. Трагедия произошла в августе прошлого года. Мужчина на внедорожнике протаранил 6 автомобилей. 2 человека погибли сразу, еще 2 попали в реанимацию. Один из них скончался позже, не приходя в сознание. Водитель Land Cruiser был пьян и ездил без прав за вождение в нетрезвом виде. Мужчину отправили в СИЗО, свою вину он не признал. Сотрудники ГИБДД помогли малышу появиться на свет. 28-летний уфимец вез беременную жену в роддом. Движение осложняли вечерние пробки. Ребенок мог бы погибнуть, если бы не своевременная помощь дорожных инспекторов. Лейтенанты полиции Никита Никитин и Григорий Буныгин несли службу в районе развязки Демского путепровода. Под звуки сирены они сопроводили автомобиль в медучреждение на улице Авроры. Инспекторы приехали поздравить молодых родителей и на выписку. Они сделали подарок от себя и от своих коллег.
Госслужащие должны выступить с примером этностиля. На неделе для чиновников ввели официальный дресс-код. Распоряжение подписал глава республики, а вот основным элементом новой формы стала косоворотка. Тренд задал Ради Хабиров сам. Швейные цеха уже начали шить комплекты, а наш корреспондент Артур Шамсудинов узнал подробности, каким должен быть облик современного чиновника. Ваш размер хорошо сидит. Да, здесь нужно будет рубашку белую, на стойке воротники или же классический вариант. Стилизованный казакин с воротником-полустойкой и косыми бортами, похоже, тренд нового сезона. Пусть даже само название пиджака многие и слышат впервые. Оно на самом деле хорошо забытое старое. Полукафтаны давно вышли из моды, а вот современные аналоги наоборот. Можно с манжетами, без манжет. Обычно шьем мы брюки без лампасов, но если заказчик хочет, мы предлагаем с лампасами. На женском то же самое, она получается, это если на правую сторону только отличается, и плюс это на женскую сторону. Основные элементы также остаются, значит. В экспериментальной лаборатории башкирских промыслов «Агидель» подготовили целую линейку костюмов, главной изюминкой которых является национальный элемент. Тамбурная вышивка, гладь, но в этом случае она на юбке у нас. Можно, значит, применяем на стойке воротники, на рубашке. С таким хоть в пир, хоть в мир башкирскому чиновнику. Отныне это новый дресс-код, утвержденный официально и подписанный лично главой республики, который, кстати, и стал законодателем новой моды. Мы сознательно пошли. Я об этом публично никогда особо-то не говорил, о национальном костюме. Но тот национальный костюм, который вот сегодня наши коллеги здесь, и я его периодически одеваю, мы все одеваем. Это он сделан по отголоскам, на самом деле, национальной одежды башкир, где-то в 18-19 века. Мы делали исторические изыскания, у нас Министерство культуры этим активно занималось, поэтому, вот скажем так, такой продукт мы выдали. Современную реплику камзолов башкирских воинов буквально срисовывали с картин исторической эпохи. Вот так, например, несколько веков назад выглядел конник. Правда, тогда косой шов носил практическую функцию. Всадникам было удобнее скакать верхом. Если мы будем смотреть вот на эти модные дома моды, да, Шанель, Диор, они уже давно пришли к восточным мотивам. Кстати, вот эта недавняя коллекция от Шанель именно была с элементами, с восточными элементами. Стилизованная женская одежда восходит к традиционному еляну или по-современному удлиненному жакету. Костюм может включать в себя деловое платье с рукавами не менее 2/3, блузку и юбку в тон с неброской вышивкой, а также классическую обувь. Разрешается использовать не слишком вызывающие ювелирные украшения и бижутерию. Во всех службах, структурах, там, где существует специальная одежда для таких случаев, везде регламент есть для парадной одежды, повседневной одежды, поэтому я считаю, что этот документ он нужен, и, конечно, это и элемент, который нас выделяет среди других субъектов Российской Федерации и делает как-то более праздничным любое мероприятие. Костюмы и для мужчин, и для женщин чиновников должны быть без ярких красок. Их нельзя совмещать с одеждой свободного стиля, например, с джинсами или кроссовками. Стремление сохранить свою самобытность ученые называют не иначе, как этническим парадоксом современности. В России уже существовали примеры, когда гражданские чины на законодательном уровне были одеты в корпоративный стиль форменной одежды присутственных мест губерний. Так, для Уфимской и Оренбургской губернии были определены бордовые и зеленые цвета. Существовала также и ротация в одежде согласно иерархии власти. Например, мундир губернатора имел золотую отделку, а мундир вице-губернатора – серебряную отделку. Новые костюмы уже стали востребованы не только у политиков, но и общественных деятелей, артистов и спортсменов. Элвин Грей, например, в косоворотке отметил бракосочетание. А стронгмен Эльбрус Нигматуллин не упускает возможность надеть казакин на светские мероприятия или различные шоу. Эльбрус Нигматуллин, друзья, самый сильный человек России. Эльбрус, спасибо вам огромное. Конечно, пока распоряжение носит рекомендательный характер, однако на швейной фабрике уже вовсю начинают шить костюмы разных размеров и расцветок. В том, что новый стиль приживется, сомнений у модельеров нет. И дело не только в национальных особенностях. Все-таки так чиновники выглядят элегантно и, главное, строго. Артур Шамсудинов и Нурислам Хайриев. Итоги недели. Жители деревни спасли от смерти детеныша косули. Более полугода дикое животное, превратившееся теперь в домашнее, живет у Садыковых в сарае. Косулю нашел глава семейства во время сенокоса. Новорожденный олененок попал под косилку, которая повредила ему ногу.
Мужчина не бросил животное и привез домой, где олененка прооперировал сельский ветеринар. Выхаживали малыша всей семьей. А чем кормите ее здесь? Что даете сейчас? Сено даю. Этот еще фураж. Сухие листья даю. Да, веники. Хотели куда-то это в зоопарк отдавать, но сейчас не хочет дочка давать. Косуле дали имя Бэмби. Она уже подружилась с другими обитателями подворья – телятами, козой и кошкой. Сельчане не ограничили свободу косули. Днем она бегает в окрестностях деревни и возвращается в сарай только на ночевку. Садыковы не исключают, что однажды Бэмби найдет сородичей и уйдет навсегда. А чтобы ее не тронули охотники, хотят одеть на нее ошейник. Если только уйдет, он уйдет во время сгона. Может совсем уйти, да? Да, может быть совсем уйти во время сгона, это в августе, в сентябре. Башкирский спортсмен Семен Елистратов стал победителем в многоборье на чемпионате Европы по шорт-треку в польском Гданске. Уфимец одержал также победы на дистанциях 1000 и 1500 метров. В итоге Елистратов набрал 71 очко, опередив итальянца Пьетро Сигеля и голландца Исхака де Латта. Также в составе эстафетной команды Семен завоевал бронзовую медаль. Всего же в копилке нашего атлета уже 15 золотых медалей чемпионатов Европы. Напомню, Семен также является олимпийским чемпионом и чемпионом мира. Победителями 4-го этапа командного чемпионата России по мотогонкам на льду сегодня стали башкирские гонщики. Тем самым наша команда оформила досрочное чемпионство. Победителями стали Динар Валеев, Никита Богданов, Иван Чичков, Никита Тарасов и Иван Сазыкин. Наш корреспондент Артем Кочешев подробнее расскажет о прошедших соревнованиях. Стадион «Строитель» в Уфе снова переполнен болельщиками. Они истосковались по любимому зрелищу. Мотогонки на льду по-прежнему один из самых популярных видов спорта в нашей республике. И сегодня башкирские мотогонщики могут отблагодарить болельщиков за любовь очередной крупной победой. Высокие скорости снова будоражат многотысячную армию поклонников мотогонок. Из-за коронавирусных ограничений соревнования в начале этого сезона в Уфе прошли при пустых трибунах. Но перед проведением этапов командного чемпионата России организаторы получили разрешение пустить людей на стадион. Башкирские спортсмены к этим стартам также подошли в хорошей форме. Мы провели успешные учебно-тренировочные сборы, где вместе тренировались спортсмены в нашей команде. Очень ровно, это даже видно на тренировках. Также в этом году, как никогда, мы вовремя подготовили технику. На сегодняшний день у нас нет дефицита по мототехнике, то есть все спортсмены обуты, одеты и выступают в полную силу. После 2 этапов представители уфимской команды «Башкортостан» подошли к домашним гонкам в качестве лидеров и фаворитов. Среди соперников команды из Тольятти, Каменск-Уральского и еще один башкирский коллектив – «Вымпел» из Кумертау. В субботу уфимцы стартовали не очень хорошо, но к концу гонки сумели выйти на 1-е место. Вчера день, безусловно, прошел лучше, как и по личной езде, так и по езде, в принципе, команды. То есть были какие-то проблемы, но это не сказать про Динару, у него было все идеально, можно сказать так. Воскресные заезды сложились не менее драматично. Снова башкирские гонщики начали не слишком успешно, но к финальным заездам стало ясно, что Башкортостан не только одержит уверенную победу в очередном этапе, но и сумеет досрочно оформить чемпионство. Особенно удачно выступил Динар Валеев, который выиграл каждый свой заезд. При этом молодая уфимская команда значительно уступает соперникам в опыте. Мне кажется, все-таки мы молодые, еще не устали ездить, еще у нас кровь кипит, получается. А уже кто постарше, они уже им надоедает, мне кажется, ездить. Опытом берут. В рамках 2 заключительных этапов командного чемпионата страны борьба пойдет лишь за 2-е место между командами из Тольятти и Каменск-Уральского. Заезды пройдут в Тольятти 20 и 21 февраля. Артем Кочешев, Нурислам Хайриев. Итоги недели. Уфа. Такой выдалась уходящая неделя. Спасибо, что были с нами. Прямо сейчас специальный репортаж Юлии Нигматуллиной. Не пропустите. До встречи в эфире.